Добрый вечер. В эфире новости Осетии. В студии Валерия Козаева. И в начале выпуска коротко о главном. Личность, которая оставила неизгладимый след в сердцах всего многонационального народа нашей республики. Во Владикавказе простились с мэтром осетинской музыки. Композитор, дирижер, национальное достояние Северной и Южной Осетии Булат Газданов теперь покоится на аллее славы. Пар выходит в подъезд, невозможно. Вот у нас домофон стоит, двери раскрыты уже 2 месяца. Жители одного из домов во Владикавказе жалуются на протекающую трубу из подвала. Слышен сильный шум, но это не единственная проблема. Домоуправление обещает разобраться в ситуации. Работа не останавливается. Мы сейчас перешли на другие виды металлов и другие способы профилактики. Молодой и амбициозный сотрудник СОГМА нашел новые способы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. За вклад в развитие науки Давид Оганесян получил премию главы республики. Правительство России совершенствует подготовку кадров. По поручению президента разрабатывает прогноз потребностей специалистов. Он будет связан с контрольными цифрами приема вуза и колледжа. Параметры рассчитывают с учетом результатов национальных рейтингов учебных заведений. Глава государства отмечал, систему профобразования необходимо внедрять такие подходы, чтобы молодые люди были максимально готовы к началу трудовой карьеры, и у них было больше возможностей реализовать себя. Для этого в нацпроект включат меры по развитию целевого обучения, производственные практики и программы профориентации, такие как «Лучший по профессии», «Больше, чем работа», Всероссийская ярмарка трудоустройства, фестиваль профессий. По словам специалистов, они станут прочной основой для дальнейшего формирования кадровой обеспеченности. И в продолжение темы. Туристической отрасли Северной Осетии нужны кадры. Только за 5 месяцев этого года республику посетили 800 тысяч человек. Об этом на совещании в правительстве сообщил Борис Джанаев. Главный вопрос повестки – нехватка специалистов. Премьер поручил профильным ведомствам активнее их готовить, учитывая запросы бизнеса. И здесь многое зависит от среднего профессионального образования. В 10 колледжах и техникумах работает программа «Туризм и гостеприимство». Мы с вами видим, какая положительная динамика у нас. Республика имеет большую культурную историю. У нас очень хорошие, добрые люди, хорошие, добрые традиции, которые сегодня привлекают туристов. По результатам 5 месяцев почти 800 тысяч туристов посетили нашу республику. Это, скажу, очень большой результат. Со своей стороны руководство республики делает все возможное, чтобы создавать комфортные условия как для бизнеса, но и для комфортной, доброй атмосферы на территории нашего субъекта. Наш следующий сюжет как раз о подготовке кадров для туризма. Со следующего года аттестация для гидов станет обязательной. Это действительно необходимо. Во многом от профессионализма экскурсовода у гостей складывается впечатление о Северной Осетии. Сейчас, чтобы получить аттестат и войти в федеральный реестр, необходимо сдать настоящий экзамен. На одном из них побывала моя коллега Алена Агаева. Коммуникабельный, с грамотной речью и хорошей подготовкой. Таким должен быть квалифицированный гид. Соответствовать критериям, уметь применять знания на практике, то есть доступно подавать информацию туристам. Стать профессионалом непросто, но при желании все возможно. Прежде чем возить людей, ты должен знать сам маршруты, о чем говорить туристам, чтобы не было всякого рода неправильных мнений потом о республике. Ну и, соответственно, готовилась, и вот сейчас проходит аттестация. Очень переживаю, но надеюсь, все будет хорошо.
Первый этап – теория. Основные темы теста – правовые основы туризма, история, география Осетии. Не менее важный блок вопросов – оказание первой помощи. С ним будущие специалисты справились успешно. Члены комиссии проголосовали и выбрали лучших. Такой отбор проводят почти каждый месяц. Из заявления с каждым разом становится все больше. Взрывной рост людей, которые хотят соответствовать всем требованиям и пройти аттестацию. Потому что мы уже сегодня получаем информацию непосредственно от туристов, которые хотят работать только с теми гидами, которые прошли аттестацию, которые соответствуют всем требованиям. Вторую часть экзамена считают самой сложной. Она проходит по билетам в формате экскурсии. Комиссия из представителей туристической сферы и профильного комитета выслушала каждого. Будущие специалисты рассказали о районах, ущельях республики и, конечно, о маршруте, которому будут следовать. С этого года наличие аттестации у гидов стало обязательным условием. Напиши населенные пункты, какие там есть интересные природные объекты, культурные объекты, архитектурные объекты, исторические объекты, святилища и так далее, и так далее. Вот сам напиши текст, своей рукой напиши, и тогда у тебя все будет в голове, это уже никуда не денется. Всего аттестовали 88 человек, еще 4 предстоит пересдача. Следующий экзамен проведут уже 29 августа. Работать без лицензии можно до 1 марта следующего года. Но уже сейчас без нее экскурсоводы испытывают трудности на некоторых участках. Алена Агаева, Георгий Гагиев. Новости Осетии. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, противодействие деструктивному контенту и криминальным субкультурам. Эти темы обсудили на заседании межведомственной комиссии под руководством Альбины Плаевой. С подростками из зоны риска активно работает профильный комитет. Они бесплатно ходят на кружки и спортивные секции. Некоторые со временем становятся волонтерами. Кроме того, в республике ежегодно проводят смену «Патриот». Ребятам организуют увлекательные квесты, викторины, экскурсии и мастер-классы сотрудников силовых структур, уроки мужества от ветеранов Великой Отечественной войны. Подросткам от 14 до 18 лет помогают и с работой, но только в свободное от учебы время. Роспотребнадзор проверил базу отдыха Комы Арт накануне. Оттуда госпитализировали 9 участников туристического слета. Детей уже выписали, их состояние удовлетворительное. Недомогание связывают с прохождением маршрута. На пищеблоке взяли пробы пищевого сырья, готовой продукции и воды. В ходе проведенного обследования нарушений не выявили. Дети, которые возвращаются с маршрутов, осматриваются медицинским персоналом. 30 июля вернулось 8 групп, которые были осмотрены медицинскими работниками. Жалоб никто не предъявлял. Во Владикавказе простились с Булатом Газдановым. В последний путь народного артиста России и Северной Осетии проводили родственники, друзья, коллеги, ученики, деятели культуры и члены правительства. Большая делегация приехала из Южной Осетии. Вклад Булата Гапоевича в развитие и сохранение национальной музыки трудно осознать и тем более переоценить. Гениального дирижера, основателя и художественного руководителя Государственного оркестра народных инструментов похоронили на Аллее Славы. Мы сегодня потеряли личность, которая оставила неизгладимый след в сердцах всего многонационального народа нашей республики. Это человек, который сумел запечатлеть произведения классиков осетинского искусства Христофора Плиева, Дудара Хаханова, Резвана Царевонти, Кабараева Ильи в своих переработках для осетинской гармоники. К другим темам. Больше 80 аптек в отдаленных селах Северной Осетии открыли за 2 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Минело. Глава отметил, приобрести лекарства можно в ФАПе или амбулатории. Специалисты постарались охватить всю республику, в том числе малонаселенные пункты. Раньше за элементарным обезболивающим жителям приходилось добираться до районных центров. Это неудобно, особенно людям старшего поколения. Теперь проблему удалось решить. Вообще, жизнь в селах постоянно стараются сделать комфортнее. Например, в Старом Батако строят детский сад на 60 мест.
Тот, что был, давно признали аварийным. От фундамента практически ничего не осталось, стены трескались. Его уже нельзя было отремонтировать, поэтому решили снести. Новый начали возводить в сентябре прошлого года. Двухэтажное здание уже готово. Сейчас рабочие монтируют окна, проводят инженерные сети и внутреннюю отделку стен. Скоро начнут устанавливать крышу. Новый садик будет отвечать всем современным требованиям. Сдать его обещают в срок. Отметим, учреждение образования откроют по программе Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий». Посещающие старый садик здесь, в Старом Батыку, их сейчас водят в соседние села, и мы делаем все возможное, чтобы избавить их от этих трудностей и ходить в свое родное село и начать воспитание их именно здесь. В селах инфраструктуру развивают, но проблем пока немало и столица республики. Возмущенные жильцы одного из домов на проспекте Коста требуют, чтобы им отремонтировали трубы. Они протекают и сильно шумят. Это мешает, особенно ночью. С просьбой помочь люди обратились в нашу редакцию. В ситуации разбиралась моя коллега Лидия Цахилова. Шум из подвала разносится на всю округу. От него уже 2 месяца страдают жильцы дома на проспекте Коста, 278. Все из-за протекающей трубы. Причем шум не самое страшное из неудобств. Все это время здесь сильным напором течет вода. Пар выходит в подъезд, невозможно. Вот у нас домофон стоит, двери раскрыты уже 2 месяца, потому что мы закроем, там такая влажность. Там же находится щитовая, на него тоже идет вода, вот это влагоиспарение. И тоже невероятно, что может замкнуть, наверное, если он все время в сырости будет. Горячая вода текла. Сейчас отключили котельную на ремонт, на техобслуживание. Ну, естественно, уже холодная течет, так пар уже не идет, естественно. Плановое отключение воды немного облегчило ситуацию. Жильцы не раз обращались в разные инстанции, в том числе и в домоуправление, которому на тот момент передали многоэтажку. Реакция последовала, но не в пользу людей. Передали нас в другое домоуправление. Эти вообще не появлялись. Вот на Барукаева 10, или я не помню точный адрес. Вот собрание проводил, там Габуев, этот руководитель предприятия был, он проводил. Ну, он сказал, платить будете, мы все будем делать. А, естественно, не платили, они, может, и правы, я их не обвиняю, потому что без денег, это в советское время, может, что-то делали. А сейчас без денег никто никому ничего не сделает. 2 недели назад 278-й дом вновь передали новому домоуправлению. Там о проблеме жильцов знают и обещают ее решить. Для этого уже завезли необходимые материалы. Из-за сильного давления прорвало трубу. Сотая труба там стоит внутри, сам заходил, смотрел. И мы приняли меры, завезли материалы. Там, помимо трубы еще есть другие материалы, которые надо там, хомуты и все остальное, это все есть. Все привезли. Ждем единственное, что там нужен специальный сварочный аппарат, который именно по вот этим трубам. 100-я труба, 110-я труба, ну, чтобы его заварить, там заваривать его надо, пластик. Поэтому не у всех есть это оборудование, и мы вот ждем, нам его привезут и сделают, устранят. На устранение течи потребуется 2 дня, говорят специалисты. Ресурсы у домоуправления есть. Всего в многоэтажке 224 квартиры. Большинство жильцов, к сожалению, не платят за техобслуживание. А это главное условие для поддержания инженерных систем. Лидия Цахилова, Артур Гаглоев. Новости Осетии. Дальше речь пойдет о научных достижениях. В исследованиях, как и в жизни, нужно уметь рисковать. Это говорит герой нашего следующего сюжета. Давид Оганесян начал трудиться над своей диссертацией еще 8 лет назад. За это время случалось всякое, но в какой-то момент доцент кафедры нормальной физиологии взялся за работу основательно. 3 года постоянных опытов, горы профильной литературы и бессонные ночи в лаборатории. Как итог, премия главы Северной Осетии. Мои коллеги пообщались с перспективным преподавателем. Эта кроха весит всего 250 граммов. 4 месяца крыс начинают использовать в качестве подопытных. Больно не делают. Практически все испытания проводят под наркозом. Но давать животным имена или проявлять эмоции запрещено. Просто потому, что в ответственный момент у ученого может дрогнуть рука. К ним нельзя привязываться, понятно, но это не сложно бывает вот так
Они такие маленькие, хорошие, не сложно бывает реагировать на них просто как данное животное, оно маленькое и так далее, но когда уже крыса становится половозрелая, 4-месячная, вы ее так спокойно на руки не сможете взять. Она вас или может укусить, или может убежать и так далее. То есть проявляет агрессию, потому что уже гормональный фон другой. Последние испытания доцент кафедры нормальной физиологии Давид Оганесян проводил недавно, когда работал над диссертацией. Выбрал актуальную для республики тему – влияние тяжелых металлов на сердечно-сосудистую систему и методы профилактики в условиях пониженного и повышенного кальция в крови. Для обывателя непонятно, но на деле все просто. В Северной Осетии много лет работал электроцинк. Вредные вещества выбрасывались в атмосферу и оседали в почве. И в итоге попадали в организм человека. Немаловажный факт, что нам известно, это был рост заболеваемости онкологическими различными видами и так далее. И моя работа, скажем, косвенно касалась поиска методов профилактики и изучения механизмов патологии. То есть как развивается патология, скажем так, при интоксикации металлами. С перерывами работа заняла целых 8 лет, но последние 3 года он практически жил на кафедре. Говорит, бывали дни, когда я ночевал здесь, в Лаборанской, чтобы с утра продолжать. Это долгий и кропотливый труд, но в итоге диссертацию признало научное сообщество, а Давид выиграл премию главы Северной Осетии. Моя работа – это обширная работа, которая длится, скажем так, на протяжении 30 лет. Кафедра физиологии занимается изучением тяжелых металлов, других металлов, а моя работа – это часть большой работы. Она касалась изучения влияния кобальта и цинка на сердечно-сосудистую систему в условиях гиперкальцемии, то есть повышенной и пониженной концентрации кальция в крови. Давид доказал, определенная концентрация кальция в крови снижает вред от кобальта и цинка. Нюансов, конечно, много. Разобраться во всем помогал научный руководитель. И на премию главы Давид подал заявку также по его инициативе. И сейчас он продолжает развиваться в этой теме, но исследует уже другие аспекты. Работа не останавливается. Мы сейчас перешли на другие виды металлов и другие способы профилактики, в частности, это свинец, кадмий и так далее, и также применение антиоксидантов. То есть работа продолжается, и она и будет продолжаться до, скажем так, логического, опять-таки, завершения. Свою диссертацию Давид защищал в Крыму. Комиссия оценила работу по достоинству и даже заинтересовалась дальнейшим исследованием. Ученые планируют развивать направление и искать новые способы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Тамила Кцоева, Сармат Сугаров, Мария Кутаева. Новости Осетии. В Северной Осетии продолжается всероссийский слет юных туристов. Каждый день ребятам придумывают новые увлекательные занятия. Накануне к ним приехали активисты движения первых. Гостям республики организовали несколько спортивных площадок. В программе перетягивание каната, бои на мячах, масс-рестлинг, стрельба из лука и многое другое. Напомним, масштабный слет завершится 3 августа. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.